Значимость всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России обсудили сегодня и в сельском поселении Троицкое Сунжинского района Ингушетии. Депутаты местного самоуправления, общественные и религиозные деятели собрались за одним столом, обсудили значимость участия в предстоящем голосовании и какую пользу принесут поправки в основной закон нашей страны. На собрании подчеркнули, что не только правильное, но и своевременное решение в дальнейшем повысит уровень жизни населения нашей страны и региона в частности. Качественная медицина, социальная поддержка граждан, сохранение культурного наследия и многое другое. В список поправок вошли крайне важные аспекты для общества, считают депутаты. Культурного наследия, культурной самобытности народов, языков народов. А это на сегодня самое главное. Сохранение языков народа – это очень правильно, очень нужно. И без этого, как такого, этнос нации не будет существовать. А нам оно тоже, как маленькая нация, нужно на сегодня. Скажу, в этой Конституции статья 114 «Поддержка российской науки». Это тоже актуально, она тоже очень важна и так далее. Статья 75. Минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума. Это на сегодня очень актуально и нужно. Еще есть запрет двойного гражданства России, чиновников для России. И запрет счета иностранных банков. Это тоже на сегодня очень нужно, чтобы они патриотически относились, чиновники, к своим людям, к своим обязанностям на территории своего проживания, как такого, по отношению к людям. Защита суверенитета целостности государства, статья 67. Это не допускается отчуждение территории, там, в пользу другого государства. Статья 114. Сохранение природного богатства, добросовестное отношение к животным. Скажу так, статья 67 в этом особом законе, это дает семейные ценности, развитие материнства, детства, развитие детей с маленького дошкольного возраста, а это сохранение нации, доступная качественная медицина. Статья 72. Статья 75 гласит: гарантирование социального страхования, адресная социальная поддержка, индексация социальных пособий и других иных выплат. Они сегодня тоже как таково нужны для народа. Все это в совокупности нас радует, и мы, я считаю, здравомыслящая часть населения, я думаю, к этому относится положительно и поддержит обновление Конституции Российской Федерации. Как известно, Конституция была принята в 1993 году, а время не стоит на месте, и перемены зачастую необходимы. Активное участие в общественной жизни принимают молодежные организации, которые заинтересованы в том, чтобы продвигать новые идеи для развития подрастающего поколения. Председатель молодежного совета Троицкого Назир Галаев уверен, внесение изменений в Конституцию позволит молодежи шагнуть далеко в будущее и найти себя в нужном направлении. Есть много федеральных законов, которые уже поддерживают молодежь и молодежные организации. То есть это предоставление помещений бесплатно, потому что молодежь может в любое время прийти и собраться в любом месте, в госучреждении, без разницы. Могу сказать, что это позволит молодежи быть самозащищенными, то есть и требует, и они будут защищены от любой проблемы, то есть государство их будет защищать. И это уже в основном законе нашей страны. То есть я считаю, если каждый человек Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации обязан прийти, голосовать, неважно, за или против, главное его участие.